Свыше 70 тысяч ингушей называют вынужденными переселенцами. Смотритесь в глаза этих ставших взрослыми не по годам детей. Их память зафиксировала голос свинцово-огненного смерча 1992 года, материнские плачи по погибшим, отчаянную беспомощность отцов. Многие из них, не прожив детства, становятся седыми. Тридцать 1 октября нас стали бомбить со стороны птицефабрики, стояли танки, грады и алазаны. Тогда уже российские войска нас окружили весь село. Когда окружили село, нам сказали, зашел один генерал и сказал: 15 минут вам сроку выйти из села. Ну что мы сделали, за что нас будете депортировать? Кто не выйдет, того будем обстрел будем вести. И тут вечером, значит, алазанам как дал, и крыши полетели по домам. 3 дня жили, если это можно так сказать, в подвале. У меня был ребенок грудной, 6-месячный с собой. Никакой еды, ничего, разумеется. С подвала мы не могли высунуть голову, потому что был стальной дождь. В прямом смысле это был дождь настоящий, понимаете? И обстрелы, разумеется, вот эти, не знаю, снаряды какие-то летали. По вечерам особенно хорошо видно все это было. Танки, им конца, края не было. Все время этот шум, этот гром, да. Я не знала, я уже, не знаю, я уже с ума сходила, можно сказать уже. Я детей своих абсолютно не помнила, вот. Хочу, вот. Не знаю, как это даже, да, уже не могу. Я беспокоюсь сильно. Ей просто повезло, что она вышла тогда в «Спутник». Да. В «Спутник» И там же нас тоже, не знаю, кто это был, но ОМОНовцы, что ли, не знаю. С УАЗика прямо выбежали, нас остановили, машину остановили. А ну давайте своих детей. Нас прям взяли, маленьких детей. Это. Склад мы нас затолкали. И там оказалось 200 человек. До меня уже набитый был, не сесть, не стоять, и вот мне ноги. Стоял я там, и били они, все хотели, делали. И ни грамм даже пить воды не давали. На моих глазах они убили вот этого Гадабошева. Гадабош, они ему сказали, чтобы он стал на колени. Тохтию Хасан и Карая Амик, они сказали, чтобы он на колени перед ними стал. Он перед ними на колени не стал, они его к дереву привязали и живым сожгли они его. Как я свое место оставлю, свою родину? Мы буран, холодно, голод в Казахстане перетерпели. Сказали, что ингушам, чеченам разрешается выезжать домой, на родину свою. Мы приехали на свою родину. Как мы свою родину сейчас оставим? Не оставим мы ни за что. Мы хотим домой, на свою родину. Зачем нам эти финские дома? Они нам не нужны. Пусть нас высылают опять на свою родину. Мы там будем жить. Мы камень, с камня человека делали всю жизнь. И сейчас